Добрый день, дорогие коллеги и друзья. Салам алейкум, hurmatly vatandaşlar. Bugün 16 iyul 2022 yıl. Şun men efirin çıkan sebebi näme? Sebebi bizim vatandaşlarımız yine de açık öz cinayet işi. Я буду говорить и по-туркменски, извините, и по-русски. Наши соотечественники продолжают делать грубо нарушения закона не только своей страны, но и той стране, которая находится. Перед вами, за мной точнее, фотография, это женщина, ее зовут Матахари. О ней можно многое рассказать, о ней написаны многие книги, сняты разные фильмы. Это женщина, которая работала танцовщицей и одновременно была агентом 3 разведок. В конце ее судьба, вы ее можете почитать, еще раз про Матахари, вы о ней можете почитать в своих Википедиях через интернет, и на русском, и на туркменском, и на турецком, я думаю, есть. Они не буду на ней касаться. Но хочу рассказать о том, что многие наши соотечественницы хотят быть похожи на эту женщину. Хотя они не понимают, что любая разведдеятельность или деятельность против того или иного государства или того или иного физического лица, даже если он не является гражданином Туркменистана, является уголовно наказуемым. Многие этого не понимают. Я в прошлый раз говорил нашим активистам, напоминал, рассказывал, но в результате многие меня не услышали, многие меня не поняли, посчитали меня, что враг, многие продолжают меня оскорблять. Но со вчерашнего дня я решил никого не трогать. Я свою миссию выполнил, придя в ТикТок, в это болото. Хотя есть люди, которые проводят красивые ТикТоки, музыку, стихи читают, обсуждают темы, полезные для всех. Но наши соотечественники поняли, что ТикТок – это то место, где можно вылить всю свою грязь, оскорбление даже тех людей, которые не знают. Onun için vatandaşlar bizim illeşemez TikTok'a girip yine ödünü sövüp asgarbi dedim. Benim düğünü öldüme karar verdim. Benim çıkamda niye hemen deyin minutime? Ben hiç kime cevap verecek ya. Ben öd misyamı bitirdim. Çıktım niye hemen ayçak oldum aytım. Yine siz ula adamın ödünü cevap verin. Теперь в отношении той ситуации, которая сложилась на сегодняшний день и вчерашнее выступление в ТикТоке оскорбление Азата Хатьбаева. Меня там 2 девушки так у себя в этом же ТикТоке, у себя на канале у Залина Мурадовны Мамедовой и Дильбер Заходя. Они сказали одну маленькую фразу: а почему, Максим Абрамович, вы заставляете нас делать, если вы знаете больше информации, вы говорите. Я говорю, я вами управляю, как это было сделано по Аличо, когда я отправил сообщение. И Дильбер, где он выступает, выходя на посольство в воскресенье, точнее выходной день. Ну, что это было неправильно. И это все озвучивали Дильбер, разъясняли у Закира в эфире, что надо было действовать в рамках закона, посольство было закрыто, Равшан Клыч приходил и так далее. После того, как начались мне нападки в отношении того, что Дильбер меня оскорбила, я с ней разобрался, она сама вышла на меня на связь и попросила, чтобы понять, что я хочу от нее, или она что от меня хочет. Это ее была инициатива, я это все сейчас покажу. Но дело в другом заключается, что вот эта вся деятельность Шатлака, Дильбер, Джамшуда, где они откровенно говорят и рассказывают, что они напали на Нурмухамеда Анаева.
на ИЗИЗа. Даже если они неправильно делали, они устроили самосуд. Я против этого самосуда. И говоря о том, что надо действовать в рамках закона. Вот сейчас я буду действовать в рамках закона, и то, что я буду рассказывать и показывать, это то, что я должен сделать как гражданин или Российской Федерации, или как гражданин Туркменистана, или как простой гражданин, который видит, что идет попытка совершения преступления. А все остальное, то, что творится в ТикТоке, это результат того, что мы, туркменистанцы, устали, мы хотим ехать домой, мы не знаем, что делать. Одна часть людей говорит, надо выйти на митинг, выставать, другая часть говорит, что вы dönükleri, халкın dönükleri, hükümetin dönükleri, это все неправильно. У каждого есть свое мнение, мы должны найти компромисс. Я уже сейчас общаюсь со всеми этими движениями, вплоть до того, халк-херекеты, высказывать свое мнение. Они мне сказали, мы приедем, все равно будем делать иллюстрацию. Я говорю, делать, и что я буду первый, вопросов нет. А если не докажете, извиняться будет. Все время пока. А сейчас я хочу предостеречь всех от совершения преступлений. Ну, начнем тогда, уважаемые соотечественники. Долго не хочу время ваше драгоценное терять, чтобы вы свое рабочее время и выходные дни, чтобы вы не теряли. Начну. Так. Находим мы Дильбера Балакова. И будем отвечать на вопросы, которые возникли у нашего Нурмурада Базарова, которым я всегда говорю, ты мой соотечественник, я тебе не враг, он меня не слышит. Ну, начнем. 29 июня. Она первый раз написала мне письмо после того, как у Равшана Филычева попросила мой номер телефона, он мне позвонил, я сказал, дай. Она начала со мной общаться. Добрый день, добрый вечер. Говорит, можете, да. Можете через 5 минут мне перезвонить. Естественно, она как девушка хочет, чтобы я ей перезвонил. Я ей позвонил. И мы стали говорить. Тут я дальше пошло, вот что мне позвонили с Москвы. Потом я сказал, давайте позже. Потом она была занята. Потом она обратно позвонила. И мы пообщались, и она говорит, что вы хотите от этой жизни? Я говорю, я хочу от этой жизни то, что я хочу. Я говорю, я же вам не мешаю, я действую в рамках закона. Это вы на сегодняшний день пытаетесь мне объяснить, что вы хотите. Она говорит, а вы, говорит, Максим Баранович, знаете, где живет Нур-Султан? Я говорю, знаю. И что? А вы не могли бы мне дать точный адрес? Я говорю, для чего вам это нужен адрес? А для того, чтобы ее посмотреть, живет ли она по адресу, в соответствии которого она должна жить по регистрации. И что, говорит, это вам даст? Она говорит, это мне даст, чтобы подать на нее суд и чтобы лишить ее политического убежища. Я говорю, дальше что вы хотите? А дальше я хочу ее депортировать в Туркменистан. Я говорю, у вас силы есть, что ли? Но это не ваше дело. Вопросов нет. И я понял, что тут чего-то готовится. И я начал эту большую игру и в ТикТоке, продолжать начал большую игру в ТикТоке, и продолжать начал в Телеграме с Дильбер. Она в этой игре проиграла. И вот вам это все доказательства. Мы с ней общались по вопросам, связанным, что ей надо было Мурада Курбанова и как у Мурада Хыдырова привести в эфир. Потом она мне писала, что ваш, как Мурад Хыдыров, говорит, вот, это я ей показал свою дочь, что это моя дочь, чтобы она не оскорбляла, как она сказала, это не я сказал, это сказал Шатлык, я даже от нее извинений не просил. И она начала со мной общаться и говорить, а я ей посылаю разные выступления, как у Мурада Хыдырова, послушайте. Он не говорил про всех женщин, он сказал то, что он хотел сказать, а вы вырвали из контекста. Дальше я ей отправлял выступление нашего Надыра Саидова. Дальше у нас произошел разговор по поводу Угунчи.
в эфире, что они мне готовы паспорт купить, я им прослал документ. Вот этот, что я являюсь гражданином и Российской Федерации, и Туркменистана. Послал свою копию паспорта. Вот видите, все это есть. Я долго сейчас на этом времени останавливаться. Я главным хочу сказать, вот она мне пишет, почему вы мне отправляете? Я говорю, Гунча попросила. Так как Гунча отправляйте, пожалуйста. Чужие данные, тем более паспортные данные хранить, это тоже статья напоминает. Напомните, пожалуйста, я что ли буду напоминать? Вы напоминать? Я ей пишу, спасибо большое, играем в футбол. Она говорит, Максим Абрамович, у меня в этой игре нет. Но вы попали в эту игру, Дильбер. Вы очень сильно попали в эту игру и сейчас будете нести за это ответственность, если грамотно сработают адвокаты Азата Хатбаева и Дурсултан Таганов. Вы сказали, что вы не гражданка, уже вы сказали, что вы не работница государственных органов Турции, что вы работаете через посредников, через какие-то неправительственные организации, видите контакт. Вы сказали, что вы не работник посольства. Правильно? Правильно. Тогда зачем вы не задавали опрос по Дурсултану? Вы хотели от меня получить информацию, потом ее поймать, а потом сказать, вот Максим Байрамович ждал. Я умоляю вас, Дильбер, я не в первом классе живу и работаю. Вы считаете себя Матахари, что ли? На 4 разведки, что ли? У турков есть пословица. 5 пальцев засунут в одно место и как, раскрыть их. Нет такой возможности. У вас это не получится. Потом она пишет в отношении, что это, кто поделился, я отправляю в отношении того, что она же мне просила Мураду Курбанова. Потом я сказал, что это сделал ролик, вот она смеется. Потом она мне задала вопрос. Максат Байрамович, вам точно делать нечего, куда вы нашли этот ролик? Потом я объясняю, какой ролик, это ролик я нашел в ТикТоке, я пишу. А потом появляется вот этот гражданин. Смотрите, пишет, присылает фотографии, пишет, Максат Байрамович, вы его знаете? Я пишу, добрый вечер, Дильбер. Знаю, заочный по телефону. Можете позвонить на минуточку? Я ей звоню. Кто его не знает, сейчас я о нем вам расскажу. Вы видите, откуда она его взяла? Ей шатлык отправил, видите? А шатлык с этим человеком общается. Ей отправили этого человека для того, чтобы он ей информацию давал. Мы этого человека уже разоблачили, как Мурада Хыдырова. Он ушел в сторону, теперь скрытно выходит. А кто этот человек? Сейчас я вам расскажу. Какабай Дурдыевич Гутмуратов, гражданин Российской Федерации, по национальности туркмен, проживает в городе Чебоксары Чувашской Республики, Российской Федерации. Официальное место работы неизвестно. Среди слов занимается общественной благотворительной деятельностью на имя зарегистрированное юридическое лицо, не имея юридического лица. По информации студентов из Туркменистана и его окружения, Какабай Гутмуратов занимается оказанием помощи студентам на возмездной основе. Все обучающие имеется понимание, что он представлен от гесконсульства города Казани и от посольства Туркменистана в Российской Федерации. И поехало. 2 месяца он посещает и так далее. Фактически гражданин России пытается ехать в Туркменистан, показав себе лояльность к этому режиму. Тут все написано. Читать все не буду долго. Главное, что на сегодняшний день он провокатор. Его завербовали туркменские службы, дали ему псевдоним Аташ, где он использует его в соцсетях. Опасайтесь его, товарищ. Скажите, для чего это сделала Дильбер? Она же в одном эфире сказала, Максим Байрамович, я скоро поеду в Россию. Дильбер, после того, как я сейчас кое-что расскажу, даже если вы приедете в Россию, а эта Россия тоже будет слушать мои выступления, даже если у вас есть виза рабочая, вас с вами проведут беседу в аэропорту и вас депортируют и закроют въезд на 50 лет. Вы пытаетесь свои щупальца распустить и уже в Российскую Федерацию через этого провокатора. Еще раз повторяю, вы не та девушка, которая за моей спиной. Вы не Матахари. Вы даже ее вот эти конца павлиного волоса не стоите. О чем вы говорите, Дильбер?
Вот у меня на майке Курсана Исмаилова, и пишу «Свободы ей». Вот ее поставили правозащитники. Ладно, они-то бессовестные люди, а вы пытаетесь, не являясь сотрудником спецорганов Туркменистана. А если вы завербованы, вы агент, вы пытаетесь вести разведывательную деятельность в нарушении законодательства Турции и России? Нет. Россия это точно не позволит. Турция? Ну, тогда вы тройной не агент, вы тройная крыса. И на Туркмению, и на себя, и на Турецкую республику. Как сказала Залинова один раз, только с ошибочной. Что такое биссектриса? Это крыса, которая бегает по углам и делит угол пополам. Вот та это вы и крыса. Но у вас не получается делить и разделять. Вы только красиво смеетесь. Мы сейчас услышим ваш смешливый голос. Вы хотите сказать, что я не имею права переписку, а там ничего противозаконного в отношении меня нет. Там в отношении вас. Там выясняется и предоставляется полные данные о ваших попытках совершить преступление. Продолжим? Продолжим. Закрываем. И переходим к главному. Это мои я отправлял, она говорила, что я не работаю, что у меня нет организации. Я все письма отправлял, показывал ей и так далее. Я показываю. Не надо обманывать людей. И в эфире говорят, что я никто, и звать меня никак. Это вас звать никак, уважаемая Дильбер крыса, который бегает по углам и пытается делить, разделяя и властвуя пополам. Не получится. Почему? Поехали. Здесь я не буду, я на телефоне буду пускать ее голос, что здесь будет плохо слышно, а на телефоне будет лучше. Значит, сейчас, минуточку. Поехали. Байрамович, добрый день. Вам, знаете, надо работать на ТикТок. Я не знаю, если там вакансия такая, которая наблюдает за всем. А потом, когда ваш шата говорит, Байлш, вы обижаетесь. Ой, Мансур Байрамович, куда я посмотрю, вы там, вот, Толя, вы молодцы. Как вы успеваете, вообще супер. Вот ваша энергия, ну вы просто даже в таком возрасте энергичнее. Я вас даже не представляю в молодости. Ой, боже мой, на какой эфир не посмотрю, вот там сидите. Толя. Вер, добрый день. Спасибо за вашу оценку. Я польщен, что я и в 55 как мальчик молодой. Ну что, ради Родины все приходится делать. Ну что, готовите самолет? Нур-Султан можете забирать. Приедете в Стамбул, наберете мне. Хорошего отдыха, спасибо. А вы ее нашли адрес? Мансур Байрамович, вот тут же вы обещали, говорили, да? Уже прошло как 3 недели, как вы мне отправляете ее адрес. Вам адрес тайный. Как приедете в Стамбул, позвоните и дам вам адрес. Но сразу ее надо забирать в Ашхабад. Если вы будете долго тянуть, потом время пройдет. Приедете в Стамбул, наберите, я вам дам адрес. Я утром приехала в Стамбул, я уже в Стамбуле. Замечательно. Вы сегодня начнете действовать или будете действовать в понедельник? Стамбул-то весь отдыхает. Как вы хотите? С завтрашнего дня, но все равно я сегодня тоже как бы работаю. Но вы заранее отправьте, чтобы все запланировать и чтобы все подготовить. Сами знаете, это за 2 секунды не делается как бы за это. Теперь возвращаясь, вот эта запись последняя, которая была, я ей пишу, вот смотрите, хорошо, 15:54, она задает вопрос, в этот же день, какого числа 13-го? Долго еще ждать или все-таки отправите? И я тогда понял, что я ее поймал. Она думала, что со мной игру играет, она хотела моими руками
чтобы я показал адрес Дурсултан, а потом сказать соотечеству, видите, вот какой Максат Байрамович сволочь, лбами столкнуть. Что я сделал, уважаемые соотечественники? Я дал адрес, который мне прислал, когда ходил на встречу. Кто? Закир хотел с Максатом встретиться. Вот он адрес. Закир меня прислал, спросил, проверьте, пожалуйста, Максат Байрамович. Вот я еще этот адрес прислал. Во, смотрите. Она пишет достоверные адреса. И последний раз, когда она была в этих адресах? Я говорю, да, но завтра опять перепроверим, откуда она выйдет из дома и с кем. Хорошо, в таком случае я жду. Потом я прислал этот, YouTube-канал, где я выступал 14-го. Он говорит, что? Ну, во-первых, говорит, добрый вечер, как ваши дела и здоровье? Надеюсь, у вас близких все хорошо. Это видео посмотрите, пожалуйста, у вас будет свободное время. А это я прислал ее в тот вечер, когда был эфир. Задал вопрос. Я говорю, узнали вопрос на засыпку? Она мне, какой? Она мне перезвонила. Это у нас Алихан. Но он сделал большую ошибку. Может, я ошибаюсь? Имел ли он право выходить по сути? Нет. А теперь самое главное. Человек действительно хотел проявить инициативу на территории Турецкой Республики, занимается разведывательной деятельностью. Это противоречит турецкому законодательству. Тем более Нурсултан является политической беженцем, у нее есть статус. Она ищет ее для того, чтобы доказать властям, что она не находится по этому адресу. Кто ей такое право дал? Нурсултан Таганова, ваш враг вам говорит, звоните, берите адвокатов и бегом подавать документы с жалобу и требования, чтобы ее депортировали. Дильбер Абалаку. Значит, я ваш враг? Ну, пускай будет. Идите. Вот она, большая игра. А личо? Это не ваша игра в душу женщине залезать, какая она была бы плохая. Вы себя сдали, ваши личные отношения нас не интересуют. Если вы хотите быть Матахари или Штирлицем, так не работают. У меня в переписках только лишь то, что она пытается совершить преступление. Признаки преступления, на основании которых спокойно сейчас можно возбудить уголовное дело. И Туркменистан может возбудить уголовное дело, что ей такое право не давали. Как она говорит, она патриот. Даже если Нурсултан неправильно говорит, я об этом говорил, и другие говорят, это не право вам дано, чтобы в отношении него вести разведку деятельность и пытаться ее задержать. Вы кто такая? Дильбер Абалаку. Матахари, что ли? Я еще раз повторю, ее ногтя не стоит. Это женщина, которая работала на разведке. Алихан. Ваше лицо, то, что вы открыли, то, что вы сделали. Вы показали, что вы смелый человек. Но когда вы делаете эти попытки, делайте вовремя и в нужное место. Тогда будет вам большое уважение и благодарность, что вы действительно патриот своей Родины. Вы делаете ошибки, даете этой Дильбер повод, чтобы вас же у Закира в эфире сказать, что вы не правы. Вы были неправы. Но вернемся к Дильбер. Дильбер пыталась меня в тот день задать вопрос у Залины, что я на сегодняшний день почему заставляю говорить их, а не я. Дильбер, я не заставляю, я вами управляю. Только те люди, которые вами управляют из Туркменистана, шатлык, как я сказал, вас используют. Вы по-другому поняли. Но это ваше право, Залина, понимать. Но когда вы вчера в эфире, вам сказал, а ну, Залина, выкинь Макса Байрамовича. Что сделала Залина? Значит, вами управляет, вас имеют не в прямом смысле, а в переносном смысле. Поэтому, Дильбер, теперь у вас
только есть шанс вовремя уехать в Туркменистан, пока у вас есть. Если, конечно, грамотно сработают адвокаты Азата Хатбаева и Дурсултан Таганова. А все материалы есть. Дурсултан, и Таганова и Бигмедова. У меня все материалы. Я готов предоставить, написать заявление о том, что меня попытались использовать для совершения преступления. Правильно, каждый человек, если видит, он должен был. Вот я сейчас в прямом эфире и российским властям, и туркменским, и турецким сообщаю. Дильбера Балакова решила совершить преступление, которое не имеет она на то права. Теперь кто враг, а кто друг? Вот так вкратце вам очередной месседж. Вам Дильбера Балакова, вам Азат Хатбаев, действуйте. Вам Дурсултан. Вы будете неправы, буду говорить правду. Вы будете делать попытку совершать преступление, попытку, буду говорить. Я вас останавливал, и вашего шерикет. Не надо этого делать, мы не поняли. Вы имеете право где-то угодно деньги брать, все, уже тема закрыта. Я уже тиктока никого оскорблять не буду. Я свою роль выполнил, чтобы вы завтра не сказали, а вам, Дильбер, не играйте большую игру. Вы в этой игре даже капельки не стоите в большом океане. И вы пытаетесь, Максат Байрамович, вы в ТикТоке успеваете, да, успеваем. И чинятен ля-ля-ля, и чинятен ля-ля-ля. Как у нас говорят в детстве. Я, может быть, в возрасте, как вы говорите, но я в душе молодой. У меня пока есть силы, дай Всевышнему. Мне, моей семье здоровья, я дальше буду действовать. А вы, Дурсултан, извините. Теперь все зависит от Азата Хатбаева, с кем мы там вели переговоры. Его же так с потрохами сдали. От Дурсултан Тагановой, ее адвокатов и правозащитников. Ой, будет хорошая битва. Вы хотите сказать, что я вас лбами столкнул? Нет. Я со справедливостью, и все действует в рамках закона. И та сторона оппоненты, которые есть против меня, действуют в рамках. И вы, Дильбер, должны действовать в рамках закона. Вы думали, что я сейчас нарушил вашу тайную переписку. Какая тайная переписка? Это он, Аличу, идите с ним там на уровне ТикТока, вы разбирайтесь. Мне это не интересно. А Залина, который мечтает поступить в учебное заведение на квоте, как обещал, пускай подумает, а дадут ей въезд в Российскую Федерацию после того, что я сейчас рассказал. Вы тоже, Залина, соучастницей будете. И на вас сейчас они могут написать. Вы же говорите в рамках закона. Правильно. Действовать надо в рамках закона. Вы говорили мне, Залина, не надо писать, не надо Максада. Я всю эту игру понимаю. Очнитесь и опуститесь на землю. Ногами ходите, а не летайте в облаках, защищая свою родину. И мою в том числе. Но в рамках закона. А то, что эти наши активисты говорят, что дороги, это все неправда, дороги открыты. Они пытаются тоже использовать народ. Но это в их понимании правильно, я считаю, неправильно. Максат, вызывающий к посольству. Максат пускай сам разбирается, пишет заявление, а народ немножко головой должен думать. Он пытается вас всех использовать. Это тоже один из элементов игры, которые подсказали Максаду. Это не от души. Это повод, что его маму задели. Это целая игра, о которой сам Максат не знает, а потом пытается вас использовать. Это большая игра, которая назревает и продолжается, и была веками в Центральной Азии. Разделяй и властвуй. Правильно? Закончу словами Залины. Биссектриса – это крыса. Да-да, Дильбер, это вы, крыса, которая бегает по углам и режет углы пополам. А я никого не режу. Если я вижу, правду говорю. Если я говорю, что
Базаров, мой соотечественник. Если я говорю, что Ахмед, мой соотечественник, если я говорю, что Какамурат Хыдыров, мой соотечественник, и все остальные, да, они мои соотечественники, я от них не могу сказать, что они не мои. Просто у каждого есть мнение. И каждый должен свое мнение говорить правильно, но не решая закона. А теперь, господа, завтра воскресенье, хороших выходных. С понедельника начинается большая игра. Кто грамотно юридически докажет. Все материалы у меня. Дильбера Абалакова. Подумайте, у вас есть шанс купить билет, через Дубай полететь, через день в Москву, быстро уехать, собрать вещи в Ашхабад и доложить, что я попыталась, но я проиграла эту большую игру. Никто вам не дал права заниматься разведывательной деятельностью на территории сопредельного государства. Это является преступлением. И Джимшуду передайте приветик, которого вы вчера защищали, что он тоже совершил преступление, и он будет не только отвечать на территории Турции, но и в Туркменистане по туркменским законам. А в Турции он появится, он ответит, даже если он, как он говорит, защищал Родину. Всем большой привет. Будьте попроще, Дильбера Абалакова, и люди к вам потянутся. Но не забывайте, большому кораблю большая торпеда. До свидания.